أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Мухаммаду ва аля алихи ва сахби аджмаин. Уважаемые братья, мы продолжаем рассказывать про семейство пророка, алейхиссалату вассалам. Итак, мы дошли до замужества Фатима за Али, радийаллаху анху. И как они жили дальше. Аллахи, когда мы рассказываем про них, поистине в сердцах покой бывает после этого лекции. Не только вам, даже мне, хоть я их знаю, в общем, но когда я их повторяю, этот покой, это от Аллаха идет. Когда мы вспоминаем таких людей, Аллах вместе с ними это отправляет. Имена называется. В сердцах нур. Она светит. Когда фонарем куда-то заходишь, темное место яркое становится. А когда их вспоминаешь, инда зикри салихин, как в книгах ученые говорят, когда ты вспоминаешь праведников, баракат туда не посылается. Это урок всем нужен, молодым и взрослым. Когда мы начинаем жаловаться на жизнь, после них мы считаем, смотря на их жизнь, себя королями. И считаем большим грехом на что-то жаловаться, когда знаем эти истории. Когда забываем, думаем, это все в порядке вещей. Мы будем восхвалять Аллаха, говорить Алхамдулилля, когда всегда мы история пророков, праведников перед глазами держим это. Вот это нам помогает. Фатима, радийаллаху анха, как замуж вышла, она не прекращала ибадат Всевышнему Аллаху. Постоянно вспоминала Аллаха, ночами молилась, утром держала пост. Также Али Асхаба, радийаллаху анху, ничем не оставался, конечно, от нее еще сильнее. Он был муджахидом, днем и ночами тоже был ибадатом. Их цель возвысить слово Аллаха, распространять ислам. А нас что? Я от себя пример беру. Чуть дунья что-то нас уже начинает отвлекать, мы останавливаемся. Вот все наши головную боль становится это дунья. Как это исправим потом, если время будет, позволит, сделаем что-то ради Аллаха благое. Нет. Они, как бы у них проблемы не было, всегда впереди дават, потом свои нужды они как бы. Вот посмотрим. Однажды Али Асхаб, радийаллаху анху, увидел Фатима, что у нее руки треснулись. Сухой, когда становятся руки, вот эти пятки, вот так руки обе треснулись. Да? Васвадда атикаха, и шея, говорит, почернела, говорит, у нее. А то, что постоянно дома работает. Говорят, женщина не обязана дома ничего не делать. Не обязана она. Но однако, когда муж день и ночь работает, трудится, это благодарность от жены, которая хочет получать довольство Аллаха и ценит довольство мужа, она будет стараться все делать, чтобы муж был доволен, и пророк, и Аллах. У нее время не будет там маникюр, педикюр, все деньги, которые трудом муж зарабатывает, она туда расходует. Эти женщины опасные женщины. Если Фатима, а то, что она таскала воду на своей шее, домой воду тащит она. Мы не говорим о мужьях, которые дома сидят, спят, да, лежат, муж жену заставляет работать. Нет, она видит, что Али очень занят. Она домой тащит воду. Али это время, и дома, как мы говорим, руки треснулись. От чего? От чего? Когда она вот это зерно, мы же знаем, камнем раньше крутили и муку делали. Вот так она работала, Фатима. Дочь кого? Дочь пророка, алейхиссалату вассалам. А пророк мог бы ей помочь в первую очередь, чем бедным. Посмотрим, почему пророк вот эти трудные моменты им не помогал. Кто был более важнее для пророка это время? Чем себя, чем Али и Фатима. Кого он видел важнее? Вот шея почернела от того, что она постоянно на веревках воду таскала домой.
И Али асхабу жалко стало жены. Любящая жена сказала: «Я бинта Расулаллах, о дочь посланника Аллаха, Валлахи лакад санауту хатта лакад иштакайту садри». Али асхаба что говорит? Ей не говорит: ты устала, это не говорит. Он про себя говорит. Я, говорит, санауту, это слово означает то, что верблюды воды берут верблюдам и тащат куда-то. Али асхаба делал то, что верблюды делают. То есть у них верблюда тоже не было. Он сам таскал воду куда? За деньги кому-то. Себе даже домой таскать времени не было. Чтобы кушать, что-то зарабатывать. Мы видим, имамы, алимы, не только маулид читает, там что-то, лекции читает. Если надо работать, надо работать. Потому что такие люди работали. Но когда есть, достаточно. Чрезмерно хотеть дуня тоже это нехорошо. Из-за бедности Али асхаб работал тогда. И говорит Фатиме: о Фатима, Аллах твоему отцу привел пленниц, которые с войны воевали, мусульмане, и Али асхаб в курсе, что там есть пленницы. Фазхаби, иди к отцу и попроси одного служанку для себя. Что имеет в виду Али асхаба? Что он про себя сказал изначально. Ей не говорит: ты устала же. То есть он хочет сказать, если так понимать, я работаю там. Если там не работал бы, я тебя дома не заставлял бы. Или не оставлял бы скорее что-то делать такое труднее работы. Не оставлял бы. Поэтому я вот не успеваю, хотя бы ты попроси помощника для себя дома, чтобы помогал. Факалат, Фатима говорит, радиаллаху анха, Аллахи, когда Али асхаба сказал, что я устал, Фатима, она тоже высказалась. И говорит: «Каттаханту», я тоже, говорит, вот муку делала, говорит, и мои руки вот стали такими, говорит. Поэтому я тоже устала, говорит. От этой жены, конечно, нам не помешала бы помощница. И она отправилась к пророку, алейхиссалату вассалам, и пророк говорит ей: «Маджа абики я бунайя», о моя дочка, что тебя привело сегодня сюда? Необычное время пошла, наверное, она. И она говорит: я пришла дать тебе салам, говорит. Ассаламу алейкум, сказал. Постеснялась. Наши дочеря как жалуются. Чуть-чуть что-то не хватает. Она в такое состояние постеснялась попросить отца, что? Потому что она видит, как сам пророк дома живет. То, что у нее есть, вот служанки, он для себя не использовал. Он что делал, посмотри. И она вернулась обратно к Али. Али асхаб спрашивает: что случилось? Она говорит: я постеснялась просить пророка, говорит. Просит пророка, постеснялась. И они оба вместе пришли. Али асхаб сказал: ну так все равно не пойдет. Надо. И Али асхаб сказал сперва: я Расулаллах. Смотри, Али асхаб сперва про себя опять говорит. Не говорит: твоя дочь так устала, помоги. Потому что некрасиво. А где ты, так сказать, может? Он сперва о себе говорит: я Расулаллах, лакад санауту, вот то, что верблюды тащит воду, я потащил, и у меня грудь уже болит, не могу. Настолько тяжелая работа была. И она, дочь твоя Фатима, и она тоже сказала, Фатима, тогда после Али: «Каттаханту», я тоже вот зерна муку делала, вот руки такие стали, говорит. «Хаджа Аллах, джаак Аллах», и Аллах тебе, говорит, дал эти пленницы, говорит. Мы просим, чтобы ты нам тоже от них что-то дал. Вакаля Расулуллах, тогда пророк, алейхиссалату вассалам, им сказал: «Валлахи, клянусь Аллахом, что ла аудикума, я вам ничего не дам», говорит. Субханаллах. Почему? Ва адау ахля суфа, там есть, говорит, у нас в мечети бедные люди, говорит. У них кушать даже ничего нету, говорит. Их живота болит от голода. У вас хотя бы дом есть, вы можете работать, чуть трудиться, но все-таки можете заработать. А у них и работы нету, и работать, наверное, не могли, не знаю, больные были, слабые были. Или работы не было, а? Это ахлю суфа называется их.
Я им что давать кушать не могу найти, говорит. Как вам служанку давать? Я эти служанки хочу продать, чтобы их накормить, говорит. Фараджа, они оба вернулись обратно домой. И через время пророк, алейхиссалату вассалам, он также просто не оставит, как бы надо же утешить, успокоить их. Приходит к ним домой и зашел. Когда пророк, алейхиссалам, зашел, они были под одеялом. Этот одеял настолько был короткий, если ноги закрывать, голова открывается. Если голову закрывать, ноги открываются. И Фатима опять постеснялась жаловаться, лицо закрыла. И пророк, алейхиссалату, и хотели они встать. Оставайтесь на месте, сказал. Настолько пророк, алейхиссалату вассалам, когда я пришел, почему не стали? И ругать о том, что они не стали. Нет, садитесь, говорил. Не, если станет. Но даже они, мы как говорим, да, они покрытые были, лежали скорее. Не вставайте, говорит, оставайтесь на месте, говорит. Милосердие пророка. И им говорит: «Аля ухбирукума бихайри мимма саальтумани». Не рассказать ли вам того вещь, которая лучше, чем то, что вы просили, говорит. Такой вещь, чем лучше служанки. Они сказали: конечно, я Расулаллах, что есть лучше? Там хорошая работа предлагает, или что предлагает? Он предлагал им калиматин алламанихинна Джибриль. Некоторые слова, которые меня научил Джабраил, говорит. И когда они сказали: конечно, научи, он начал говорить: тусаббихани фи дубри кулля салатин ашра. После каждого намаза читайте тасбих 10 раз. Мы сейчас, это в конце хадисах уже 33, ну хотя бы 10 раз. Это в начале. Ватахмидани ашран. Итак, Алхамдулиллах 10 раз. Аллаху Акбар 10 раз. После каждого намаза. То есть, иншаллах, соблюдайте вот лекарство. Болезнь, которую вы жалуетесь, иншаллах, пройдет. Это, она связана с этим. И когда вы ложитесь спать, также читайте. Вот это мало кто соблюдает. После намаза, алхамдулилля, многие соблюдают. Но когда ложились спать, тоже 30 раз субханаллах, 33 раза субханаллах, 33 раза алхамдулилля, 34 раза Аллаху Акбар. Когда вы легли спать. И Аля Саба говорит: «Фаваллахи, клянусь Аллахом, я эти слова в жизни больше не оставлял». Как фарз, как вирт, который стабильно соблюдает. Он в сильнейших сражениях, как бы не устал, он ночью вставал, субханаллах, если вот забыл, читал эти дуа и не спал, пока не читал. Сколько времени займет? 1,5 минуты максимум, даже минут. Эти дуа, которые пророк, алейхиссалату вассалам, учил кого? Самую любимую дочку свою Фатиму. Это означает нам, это очень драгоценная она, эта дуа, особенно в тяжелых временах. Дай Аллах нам тоже тауфик любить то, что любил пророк, алейхиссалату вассалам, и соблюдать эти завещания пророка. А кто эти дуа скажет, он в душе найдет покой, говорит, и баракат, и твердо стоять на истине и довольство Аллаха. Не будет жаловаться на жизнь. Пройдет это все. Как мы знаем, человек такой вещь. Смотри, вот сегодня я одного видел, он на джипе приехал. Я говорю, шофер он. Я говорю: машаллах, поднимайся, там Тойота была у него. Ну, шофер, машина не его. Он говорит: какой толк, это же не моя, говорит. 200, это же не моя, хозяина. Смотри, человек, когда чувствует, что эта вещь не твой, ты особо не радуешься. Хотя ты на нем 20 лет будешь ездить. Такой вещь, мысли твои, она над тобой управляет. Даже, поэтому, когда Аллах Та'ала здесь в мыслях в порядку ставит и покой, алхамдулилля, тебе будет какая разница, твой или чей, но главное, алхамдулилля, дом, который ты живешь, разве твой? Ты же это все оставишь. Даже деньги, которые в кармане, они не твои, пока, как в хадисе сказано, пока ты их не расходуешь. Что-то купил, покушал. В кармане деньги, завтра, не знаю, авария случилась или что-то на суд. Все деньги отдал, получается, они не твои были, ушли. Смотри, вот, как мы знаем, некоторые люди, у них 100 бичков, да, вот корову кто держит,
Есть люди, которые в Кутане живут, всю жизнь в Кутане живут. Там у них 100, 300, 500 коров. Но они живут в такой маленький домике, как хижина, да? И довольны, сердце радостны, что у них это. Смотри, что его заставило радоваться этой жизни. Хотя там особо условий нету, дом нету, как в селе, как простой дом. Он думает, что у меня есть. Верующий человек, это дунья, как этот человек, который пастух, который большими многими барашками, он всегда знает, что в раю есть у него, иншаллах. Это покой дает ему. А какой толк человек в дворце живет, если мы ему сказали, тебя посадят на 20 лет. Это же радость не будет. Как бы сегодня он не жил хорошо, он не будет радоваться. Такие вот, когда мы сравниваем, начинаем думать, вот это джума, вааза, насихат, нас освежает все время, дает покой. И когда мы видим такие люди, как Аля Саба, Фатима, так жили, прожили свою жизнь. Пророку было тогда 53 года. 54-55 года было, когда Аля Саб женился на Фатиме. Это не значит, пророк, алейхиссалату вассалам, сам тоже так жил. Да, последний. Он как бульдозер был в своей жизни, пример для умми пророка. Все трудности он пережил и никому не оставил что-то жаловаться. Всегда представь себе перед своими глазами пророка и семейство пророка. И после, как их мучали семейство пророка, убивали, уничтожали, это, иншаллах, дальше расскажем. Мусульманин, он будет не только жаловаться, он будет говорить «Алхамдулилля, Алхамдулилля». Когда вот польза от истории вот это. Дай Аллах нам перед нашими глазами всегда представляли таких людей. Иншаллах, все потихоньку пройдет. Дай Аллах нам терпение, благополучие и баракат, и благодарит Аллаха за все, за то, что есть. И так встретит пророка, алейхиссалату вассалам, довольными, чтобы он был нам доволен, и мы были довольны Аллахом и своей религией. Альхамдулиллахи раббил аламин. Иншаллах, следующий урок, что долго не было, расскажем такие случаи, у них сколько, неоднократно было. Некоторые сахаби после этого богатые стали, альхамдулилля, а некоторые так до конца жили в таких трудностях и покинули этот мир. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Да будет довольным شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب